Ежесекундно мир атакует десятки опасных для жизни человека инфекционных заболеваний. Тысячи лет с начала своей истории человечество было бессильно против них. Конечно же, человек не стоял сложа руки, и в результате многовековых исследований ученые и медики нашли эффективное решение – вакцинация. Еще не так давно, в середине 20 века, полиомиелит считался одним из самых страшных заболеваний в мире, парализуя и убивая сотни тысяч людей, в основном детей, каждый год. Победить болезнь возможно только благодаря вакцинации. И с 80-х годов, когда была поставлена цель искоренения этого заболевания, миллионы детей во всем мире были вакцинированы. Как результат, 2 из 3 типов полиовируса ликвидированы полностью. Эта болезнь вызывается вирусом, который легко передается от человека к человеку. Через руки, воду, через пищу или воздушно-капельным путем. Вирус проникает в нервную систему и в основном поражает нервы в спинном и головном мозге. К сожалению, от этой болезни нет лекарств. Ее можно предотвратить только с помощью вакцинации. Хорошая новость – это то, что полная серия прививок против полиомиелита, сделанная в раннем детстве, обеспечивает защиту на всю жизнь. В настоящее время существует 2 типа вакцин. Оральная полиовакцина, которую принимают каплями через рот, и инактивированная, которую делают в виде укола. Оба препарата эффективны, безопасны, и они используются во всем мире для обеспечения наилучшей защиты населения. Обе вакцины используются в настоящее время и в Кыргызстане. Как только полиомиелит будет ликвидирован, надеемся, в ближайшее время, мир сможет отпраздновать очередную победу над болезнями для пользы всего человечества. Европейский регион ВОЗ свободен от полиомиелита с 2002 года. Это стало возможным благодаря вакцинации. Вакцинация – это профилактическая мера, которая в наше время уже не требует доказательств своей эффективности. Важным достижением вакцинации является полное искоренение натуральной оспы в мире. Человечество страдало от этой болезни веками, а теперь такой болезни просто не существует. When we think about major progress made by humanity, immunization comes to mind. Globally, it saved an estimated 300 million lives. Immunization not only saves lives, but also vaccinated children can enjoy life free of various disabilities and illnesses. Immunization remains the most cost-effective public health intervention available to mankind. In Kyrgyzstan, many child deaths occur in households where children were not vaccinated, and this should never happen. During this immunization week, we want to emphasize the importance of catching up, recognizing that vaccination programs were hindered by the pandemic. So it is time for parents and for health services to catch up on children who missed their vaccine doses. Рак шейки матки является серьезной проблемой общественного здравоохранения Кыргызской Республики. Согласно оценочным данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в стране раком шейки матки заболевают около 600 женщин и около 300 женщин умирают от этого заболевания. Причиной рака шейки матки является длительно персистирующая инфекция вируса папилломы человека. В большинстве случаев ВПЧ инфекция протекает бессимптомно и сама излечивается в течение 1-2 лет. Однако у 50-10% женщин инфекция приобретает персистирующий характер и приводит сначала к развитию предраковых изменений слизистой шейки матки, которые при отсутствии своевременного лечения прогрессируют в рак шейки матки. С 2006 года в мире появились вакцины, которые направлены на предотвращение инфицирования вирусом папилломы человека, безопасность которых были продемонстрированы на этапе клинических испытаний и подтверждены в ходе исследований. В Кыргызстане у нас вакцина против ВПЧ внедрена в ноябре 2002 года. Основная целевая группа – девочки в возрасте 11 лет. Вакцинация в этом возрасте обеспечивает наиболее сильный иммунный ответ, и она наиболее эффективна. На сегодня охват вакцинации против ВПЧ в Кыргызстане составил с 14 ноября 2022 года 170 856 девочек и составил 70% от целевой группы. Еще одним опасным заболеванием, справиться с которым поможет вакцинация, является кори. До внедрения широкомасштабной вакцинации крупные эпидемии кори происходили примерно каждые 2-3 года и ежегодно становилась причиной примерно 2,5 миллиона смертей во всем мире.
Хотя вакцинация резко сократила это число, вирус продолжает циркулировать. И по расчетам 2021 года от кори погибло 128 тысяч человек. Корь – это высокозаразное заболевание, вызываемое вирусом. Обычно корь распространяется при прямом контакте и воздушно-капельным путем. В большинстве случаев коревая инфекция проходит через 7-10 дней, но примерно у 1 из 5 человек развиваются более серьезные осложнения, такие как отит, глухота, слепота, пневмония, энцефалит, как отек мозга или даже смерть. Серьезные осложнения даже чаще встречаются у детей в возрасте до 5 лет, а также у взрослых старше 30 лет. 2 дозы коревой вакцины обеспечивают пожизненную защиту от инфекции и потенциально серьезных последствий заболевания. Единственный способ остановить корь – профилактика с помощью вакцинации. Вакцинация против кори безопасна и эффективна. Около 99% людей, получивших 2 дозы вакцины, будут защищены от нее на всю жизнь. Европейская неделя иммунизации в этом году открывает год иммунизации, в ходе которого мы будем акцентировать внимание на вызывающей озабоченность глобальное снижение уровня вакцинации. В данном видеоролике мы наглядно продемонстрировали, что без обеспечения эпидемиологической безопасности человечество никогда не смогло бы достичь того прогресса, которым оно обладает на сегодняшний день. Дорогие родители, своевременно вакцинируйтесь сами и вакцинируйте своих детей. Не отказывайтесь от профилактических прививок. Защитите себя, своих родных и близких от тяжелых инфекционных болезней и их осложнений. Dear parents, now it is the time to protect the health of your child. For every child, vaccination